На пропускном пункте Чонгар, где формируется батальон имени Номана Челебиджихана, идет подготовка ко Дню памяти жертв геноцида крымскотарского народа. Подробнее в сюжете. Возле контрольно-пропускного пункта бойцы добровольческого батальона уже установили сцену, на которой завтра будут выступать организаторы, местные чиновники и члены Меджлиса. Сегодня же тут монтируют огромный билборд. Сейчас устанавливают задник, бигборд, который разработали на телеканале АТР. На нем изображена боль нашего народа. Мы провели аналогию с 1944 годом. То же самое произошло и в 2014 году. Естественно, что задолго до 18 мая все организации, которые участвуют в митинге, они получили свои задания. У кого-то задание по безопасности, у кого-то задание по флагам, у кого-то задание по кухне. В общем, все занимаются своими делами. Бойцы верят, что следующий митинг памяти жертв депортации крымско-татарского народа будут проводить в свободном от оккупантов Крыму. В скорбный день депортировали моего дедушку, отца, с Крыма. А теперь же Россия забрала нашу родину, и хочу забрать ее назад. Она никогда не была российской. Она была крымско-татарского народа. Крымско-татарская боль – это наша вместе. Так же самое, как украинская и татарская. Что забрать, она не была никогда Россией, не будет Россия. Она была Украина и останется Украина. По словам заместителя командира штаба гражданской блокады Крыма Изета Гданова, к митингу на Чонгаре, который планируется начать в 16:00, могут присоединиться и жители полуострова. Контрольно-пропускной пункт Чонгар завтра будет работать до 2 часов дня. Будет проходить этот митинг, грандиозный митинг, большой, в городе Генический, поселке Чонгар, непосредственно возле административной границы с Автономной Республикой Крым. Завтра до 13:00 будет открыта административная граница в пункте пропуска Чонгар. И все те наши граждане, которые проживают на временно оккупированной территории, будут иметь возможность присоединиться к этому большому митингу. Жителям Крыма, которые не могут выехать на материк, предлагают осуществить ряд протестных акций. В этот день, 18 мая, то бишь завтра, не выйти на свои рабочие места, устроить бойкот. Это первое. Второе. По возможности вывесить черные флаги там, где это возможно. И провести такую акцию по поджогу шин, чтобы был смог над Крымом. То есть это будет так называемый акт поддержки, акт солидарности с крымско-татарским народом в день его депортации с коренной, с родной земли. Также в этот день планируется проведение общеукраинской акции «Сигнал памяти и солидарности». В 12 часов после минуты молчания неравнодушные водители нажмут на клаксоны своих автомобилей. Альмей Мерсале, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.